И вот Николай, вот, у которого вчера мы, он говорил, что когда там рыбачил или охотился, и река петляет, он решил срезать, обломался или что-то, пошел напрямик через лес и удивился, могилку нашел, что под сим этим покоится Исаул или какой-то там казак, какой-то. 13 сегодня августа у нас, воскресенье. Вот пока ужинаем пельменями, мясо у нас в казане, пока замариновано. Ждем второй бурлак, сегодня уже часов через 5, да, должны по идее приехать. Да. Вот. Ждем, приезжают, завтра собираемся и послезавтра, пока так, по плану, в путь. Может быть завтра. А может быть и завтра, да, посмотрим. Так что ждем, ребят. Ребята, давайте быстрее. Нет, завтра. Ну, есть возможность еще покататься. Едем уже с бурлаком на базу. Возвращаемся. Ну, вернее, идем к нашему домику. Кстати, по поселку мы еще не катались на бурлаке. Да? Да. А вот и наш домик уютный. Где мы живем уже третий день. Так поставишь? Немножко переполнили наш афганский казан. Слишком много туда положили воды, мяса. И вот он пробило. Вот прям сильно. Ну, все приходит с опытом. Так, ну, ребята, что тут приготовили? О, сахатина с овощами. Ну что, наконец дождались, ребят. Наш напарник из кургана добрался другим путем. Скорость у них медленнее, чем у нас, потому что более груженный, с прицепом. Вот это наш дом на колесах. Это наша кухня. Это наша зала с телевизором. Это наш продсклад. Это все продукты. Через несколько минут будем отправляться. Сейчас буксир разворачивает нашу баржу на 180 градусов. И мы пойдем вниз по течению до города Ленска. Ну вот нашу баржу развернули. И наконец-то мы начали движение к намеченной цели. Проплываем какой-то населенный пункт. По дыму, который идет из трубы, понятно, что здесь еще жизнь есть. Сегодня более-менее теплое и недождливое утро. Только что мы пересекли территориальную границу Иркутской области и Республики Саха-Якутия. Лена здесь уже стала довольно-таки полноводной рекой, большой, широкой и могучей. Мы сделали все дела, подготовились, купили пирометр и начали движение в сторону Мирного. О, дизайн новый. Класс. Вот у нас братишка. Ну, добро пожаловать! О, коллега! Привет, коллега! Привет. Здорово, Серж. Так, я пока вас поснимаю, потом обнимемся. Здорово! Как добрались? Нормально, все. Привет. Что, сейчас за стол сразу? Ну, конечно. Тебе потом надо видосы все сбросить. Конечно, надо все успевать. Загорелся, что добрались. Ну, кто бы знал, что мы сейчас встретимся, да? Пробуй ложкой. Лось сахатый А что, рогатым остались? на ужин. Большие кости положили. Яков, оказывается, у нас тоже охотник. Лицензированный. Кто-то кости любит обгладывать? Предлагаю продукты вообще не покупать. Столько, сколько охотников и рыбаков. Я рыбак. За что я люблю экспедиции, это всегда хороший стол у нас. Что в полевых условиях, что в домашних. Ну, всем приятного аппетита. Давайте уже кушать. Приятного. Хватит снимать.
Спасибо, взаимно. Часть груза надо будет профильтровать и оставить в удачном. Потому что самая цель, почему мы сюда все приехали, это показать эффективность машины в народно-хозяйственном отношении. Да. То, что она может катать не только самих водителей, а полезный груз привезти. А сейчас самое, ну, как бы время, мы подъедем туда, день это тугонка будет. Это рыба, очень вкусная. Да, и к ней картошка была бы очень место. Перебираем бурлаки, уборку делаем. Надо все оптимально распределить сейчас. Но сегодня наша экспедиция грузится в поселке Орлах Вильнюсского района, и мы выдвигаемся в сторону Оленька. По пути мы должны заехать в Мирный, там покажем технику руководству компании Алроса, ихним геологам, сами посмотрим трубку Мир, как памятное такое место. И в качестве эксперимента мы хотим довести скоропорты до Оленька по наземным путем. Поэтому сегодня мы загрузимся картошкой, луком, и потом будем сравнивать себестоимость такого завоза до Оленька наземным путем такими машинами и так, как сейчас возят на самолетах Ан-26. Ну, у нас молодой водитель появился, юный. Таких за рулем еще не было. Слушай, где у нас доделись все? Поехала, да, Ксюша? Человеку надо зимнюю одежду. Будет он у нас теперь работник компании Алрос. Алросовский комплект выделен. А то я что-то теплого ничего не взял. Вот хорошо, у Николая есть костюм. Сейчас быстренько заедем. Вот взял такую газельку, Николай. Недорого, да? И вот 30 тысяч. Сам все сделает, потом поправит, и будет вообще бомба авто. Бомба, она и сейчас. И сейчас бомба. Бомбочка. Сейчас бомбочка. А там будет вообще. Да, ласточка. Но она еще себя оправдывает. Ну да, это не просто так халява, да? Да, не так просто, ага. Мы до вас так и не добрались, до вашего автопарка. Только мимо пробежали. Вот у Николая аппарат. Да, это аппарат отдельный. Вот это ценный аппарат. Рама шасси ЗИЛ-157, расширенная база. Сюда можно поставить ураловские колеса, пневмо, любые, большого диаметра. Больше диаметра. Кабина Евростандарт, Евро 5. Шумка, мумка. Ну тут маленько тоже не доделано. Но все работает, все ездит. Двигатель D245 турбо. Вон там кетка тоже турбо. Как хорошо вот умеете это все делать. Да, скоро пойдет она. Скоро поедем мы на ней в лес. Ага. Надо к вам в гости приехать и покататься. Стой, иди сюда. Стой, иди сюда. Кстати. И вот здесь мы начали было делать вот такую вещь. О, это вот для скорой, да? Шасси вот это? Да, это было шасси скорой. Обалдеть. Все стоит, колеса уже стоят, все. Родная раздатка. Двигатель будет родной. 2 раздатки будет. Но я думаю, 2 раздатки поставить, да. И стандартная комплектация. Не надо ничего переделывать. Просто большие колеса. Все. Диски сделаны под газы. О, лежи, боксер. О, охотничий якутская лайка. Ну, привет. Хороший пес. Надо было не отвлекать, да? Хорошо так лежал. Иди отдыхай, все. У нас времени мало, отдыхай. Ну, теперь хоть есть утепление. А то мы первую ночь в Бердигистяхе сидели вечером. Вышли там, сидим. И холодно стало прям сильно. Ну, достаточно так ночью. А днем жара. А там будет еще холоднее. Поэтому вот так мне спокойнее. Все, добрый путь.
А дрона надо сфоткать. Не взлетит? Не знаю. Ну что, друзья, сколько я слышал об этой трубке, вроде как называют, но ни разу не видел ее своими глазами, только на фотографиях. И вот сейчас на ваших глазах впервые я загляну в эту пропасть. Ого, вот это зрелище, конечно. Общее фотографирование закончено. Сейчас еще дела у нас в Мирном. Закупиться, все же необходимое взять и в путь. Ну, конечно, история этого карьера трагичная. Здесь погибли ребята, работники при затоплении. И с того времени карьер закрыт. В 2001 году БелАЗы вывезли с дна карьера «Мир» последний из 67 миллиардов тонн кубометра алмазной руды. Вот такая вот масштабная была добыча. Сейчас помогают нам по делам съездить вот местные ребята. Спасибо. Поехали за картошкой там проследить. Ну, в общем, сейчас все дела делаем здесь, на месте, на пару часов, наверное. Покажу, пока никого нет, убранства нашего бурлака внутри. Вот, пассажирские места, холодильник у нас стоит, подключается. Здесь сиденье, которое складывается в кровати. И вот тут целая полка моих вещей, как обычно. И там багажное отделение. Иван. Тапочка ходит, по-моему. Нет, все нормально. Конструктор, который вообще изобрел эту машину, он ее разрабатывал с таким условием, что где-то вообще далеко-далеко, в любой деревне за хрустом, все равно к УАЗику, Газели какие-то запчасти есть. И, соответственно, можно что-то приобрести. Да, потому что это грузовая модификация. Здесь 3 спальных места. Трансформируется вот сиденье. Также точно раскладывается. Получается одно спальное место, здесь второе. И вот третий раскладывается. 2 столика откидываются. Получается общая обеденная зона. И 8 человек садится и спокойно обедают, либо разговаривают. Ну, туалет. Здесь ящик просто для вещей. Там зеркало, все то есть. И у тебя сзади кончается машина. Да? Да, здесь все. А в той машине 3 отсека. Вот мы сейчас ждем, вот тонну картошку привезут. Показательно. Там день Туганка будет, картошку. Не, ну там, слушай, говорят, сколько? 300 рублей, да? 370 рублей картошка килограмм стоит. Такие маленькие багажные, знаешь, ну, то есть, блин, Ну, здорово. относительно маленькая. Тут, в принципе, Не, ну, да. В принципе, для вещей все остальное Всего хватает, да. Сейчас с машинами ознакомились с управления Алроса, вице-президент Алроса Алексей Прокопьевич Дьячковский. Он, кстати, очень давно интересуется вот русским географическим обществом и был председателем Якутского отделения географического общества. И, естественно, у него интерес к экспедициям такой неформальный. И с ним приехали с управления геологии, с разных управлений, ознакомиться именно как раз машины для геологических исследований, для работы Алроса. Пишем. Ваше имя, фамилия и как в титрах указать, то есть начальник экспедиции, там, как правильно? Находкин Николай Александрович, руководитель экспедиции. Вообще я руководитель Якутского регионального отделения Российского союза спасателей. Погодка немножко, конечно, подводит. Дождь пошел, но сейчас перегружаем лук, картошку, вот полезный груз, который повезем до Ленька. Сейчас все это в багажном отделении
Вот это ты имеешь в виду? Ну здорово. Да, хорошо. Мы доехали до поселка Чернышевск. Вот, к сожалению, вот эта кафешка не работает. И спросили, тут поблизости кафешек тоже никаких нету, и магазинов нету. Поэтому просто техническая остановка. Сейчас что-нибудь будем сами готовить. Но зато вот вышли на берег Вилюя. Здесь уже другие берега, такие отвесные. Красота совсем другая. И вот, и что я заметил, всю дорогу, получается, с Якутска, ну, почти с Вилюйска, да, мы идем вдоль реки Вилюй. Она вот петляет, и я вот сейчас сажу за река. Вилюй же опять, думаю, о, ничего себе. Ну, и потом она уходит на запад, а мы на север пойдем в сторону Удачного. Ну, тут природа, конечно, вот совсем другая, посмотрите, такая более, ну, северная. Даже ближе вот к моей родной питерской, там, Выборг, Карелия, вот в ту степь. Вот в чем преимущество Бурлака, что можно вот так вот все протестировать, агрегаты, карданы, поставины проверить, посмотреть, открываем. Решили посмотреть, как по температуре, сейчас датчиком проверили. А там место водится или нет? Посмотрим. Должна быть. Парни молодцы, не успела снять с утра раннего. Проснулись, все тут полы разобрали. Все гайки проверили, подтянули. Вот, два Ивана наши. Браво, молодцы. Ну, давай побольше. Все. Ушел. Счастливчику. Что за место? Морковка. Как? Морковка. Морковка называется? Морковка. Морковка. Это как поселок рабочий? Нет. Да. Столовая. На авто впереди парочки на станции залетели. Так больше 10 узлов развивали скорость. Здорово, лишь бы не глаз бури был. Глаза бури нам не надо. Это папа твой, да? Удачи вам. Все Плывет нормально. по Баренцеву морю на ЗФИ. Хорошо, папа, позвони завтра. Река Воркока, вот наконец искупались. Как водичка, парни? Шикарно. Прохладненько. Вот, наконец-то Ваня научился говорить правильные слова. Ай. Кусаются тут всякие животные. Со вчерашнего дня не купались. Это не то, что зимой. Зимой неделями не купались. Приняли решение больше не готовить. Все-таки это не очень с точки зрения техники безопасности. Гостиница. Вот доехали до Удачного. Ночью уже, первый час ночи. Вот попутал в первую кушать. Тут прям городок такой мощный. Ну, здания такие.